Многие зрители ждут лютого контента, лютой охоты, но без всей этой суеты ничего не происходит. Как ни крути. Не будешь ты охотиться и ходить по тайге, если не скипятишь чай, не сваришь еду себе, не заготовишь дрова, не покормишь собак. На все это уходит время, часы. Некоторые думают, что зашел в тайгу, увидел, пострелил, вернулся обратно. Но весь этот бытовые дела каждый день надо делать. Каждый день надо топить печку. Целыми днями ходить по тайге искать. Так что, ребята, смотрите, что снимаю. Это и есть настоящее. Звук природы, хоть немножко сегодня птицы поют. Вон, это синицы. Мелкие-мелкие. Вон они. Снимаю на Panasonic. Короче, все вот эти дела возле дома, в избушке, в этом походе, наверное, я буду снимать на Panasonic. А уже когда я буду ходить по тайге, буду снимать на Sony. Весь поход. Потому что у меня, так я экономлю карта памяти. Здесь снимаю на Panasonic карту памяти, а уже весь процесс ходьбы, поиска буду снимать на Sony. Пока тишина. Ни одного выстрела не слышно. Не ездят на лодках. За всю дорогу, что мы сегодня ехали, ни одной утки я не видел. Ни одного взлета уток. Даже подранков не было. Так что утиные перелеты закончились. Гусиные. Ничего я не слышу. Лебеди молчат. Это уже самый конец, уже пик, когда уже серьезно похолодает. Лебеди остатки еще будут лететь, конечно. Вот. 4 чурка мне один занес. Вот еще чурки, это я оставлю. А все это дело сейчас уберу. Приготовил тут сидюшку. А здесь установил такую чурку. Я хочу попробовать пострелять. Вон там установил банку. Даже не буду выключать. Вон чистая банка. Вон, видите. Вон. Весь процесс стрельбы буду показывать. Короче, прикупил вот такой стандарт патрона. 2,59 грамм. 5,6 миллиметров. Вот. Гильзы тут латунь, наверное. Вот желтые гильзы, вон такие. Вот такой патрончик. Убийца зверей и птиц. Малюсенький, но мало не покажется, если попадет. Вот. Сейчас я установлю вот сюда и попробуем, постреляем. Так, примерно вот так надо. Показываю, что все без обмана, без какой-нибудь постановки или еще что. Короче, вот такой патрончик.
Здесь у меня отмечено, что 50 метров, но до банки 50 метров. 50 метров в яблочко надо стрелять. 100 метров нижняя точка получается. Ну, ясно, понятно. Сейчас выстрелим. Фух. Давненько я не стрелял из мелкашки. Очень давно. Ну, в рябчика я стрелял прошлый поход, но под ранком улетел, не знаю почему. Сейчас попробуем. Не знаю, куда пуля пошла. Не видно что-то. И тут, получается, видать, не попал, наверное. Ну-ка еще. Куда летит пуля, непонятно. Что-то близко вокруг. Ну, еще разок. Что-то вроде не попал, ребят, я. Пуля, патроны незнакомые. Я обычно мат чем стреляю. Вроде не спеша стрелял. Прицеливался, то есть. Ну да. Или как. Выше, наверное, пошли пули. Ага. Выше пошли пули. Это помощнее, что ли, у меня патроны, чем матч. Вон, смотрите. Вон, где пули. О. Видели, куда пули пошли? Выше. Все выше. Надо вот, я прицеливался в середину. Чуть-чуть ниже, наверное, надо прицеливаться. Ни хрена себе. Но куча неплохая, вон. Прям где-то 3 сантиметра от крайней пули до верхней. Сейчас еще попробую. Также не буду выключаться. Все, как и говорил, чтобы было без обмана. Так, значит, это пули покрепче. Если выше пули летят, то получается надо под яблочку, если прицелиться. Давайте вот здесь так установлю. Как выглядит, какой. Так. Давно уже не стрелял, хочется пострелять. Патроны 10 или 11 рублей, не помню уже, вот такие. Три пачки в прошлом году брал, еще не стрелял ни разу. Ну вот, сейчас, наверное, ниже возьму чуть-чуть. Пробую, потому что выше полетели. Нет, не попал я. Что-то происходит. 50 метров и не попадаю. Это странно. Что-то вокруг, вот возле самой банки, куда-то вот пуля пошла. Ну-ка еще, если ниже. Вот сейчас ниже взял и нижний край банки попал. Блин, почему так? Так не должно быть. Сейчас еще под яблочку как-то возьму. Сейчас на также чуть-чуть ниже пошли. Интересненько. Сейчас глянем. Люблю я пострелюшки.
Вы еще не видели, как с карабина. Бывает, там пачку открою, там смотрю, уже пачка закончилась. Просто надо понять, куда прицелиться. Просто надо чуть-чуть понять. Разброс какой-то интересный сейчас шел. Угу. Так, ну вот. Сейчас вот сюда 2 пули пришли вон. 2 пули вот сюда. Это я сюда, если прицеливался, вот сюда. Пули пришли сюда. Остальные вот сюда я прицеливался 2 раза. Пули пошли, вот знаете, вот на 5 сантиметров выше летят. Это получается, сейчас я немножко подкрутить надо. Это веточками отмечу. Смотрите, подшаманил тут немножко. Ну, отметил, где какие пули. Сейчас еще. Давайте 2 раза выстрелю, потому что толку вот этого, что вот именно 3 пули там стреляешь или еще. Давайте 2 раза выстрелю. И немножко подправку, наверное, сделаю в оптическом прицеле. Это, конечно, расстояние маленькое, но все равно, скажем, если в куниц, то с такого расстояния ты должен в глаз-то попасть. Да, бесспорно там. Так. Немножко надо спустить ствол. Так. Ага. Примерно так попробую сейчас. Сейчас попробую в яблочко выстрелить. На 1 щелчок я спустил. Попробую в яблочко бахнуть. В принципе. В банку попал, но не знаю куда. Потому что там уже непонятно, что творится. Новую банку надо поставить. И разные заряды. Пороховые заряды разные тут. Слышали, какой громкий сейчас выстрел был? Сейчас попробуем, посмотрим. Надо новую банку поставить туда. Разок. Десяток еще выстрелить. Хреново, если там заряды разные, там пристреливаешь под 1 заряд. Ну вот куда они ушли опять? Что-то банки. Вон. Выше, снова выше пошли. Почему они выше идут, не понимаю. Этот, наверное, 2-й заряд такой выше пошла. Ладно, сейчас еще разок. Как ни странно, ребят, снова выше пули пошли. Так. Ну-ка сейчас еще бахнем. Если под яблочку сейчас. Интересно, куда попадет. Щепки летят, непонятно. Банка не шевельнулась вроде как. Новую банку надо взять. Новую банку поставим.
сейчас более-менее. Вот, значит, еще на один щелчок надо приспустить. Вот, смотрите, сейчас вот сюда прилетела пуля. Ну и попробуем. Еще на один щелчок я сейчас спущу ствол. Такой корректировку сделаю и думаю, уже все классно будет. Не, это пороховой заряд тут помощнее, чем у Матча. Это у меня был пристрелен на оружие на патроны Матч. Ну, сейчас еще. Опытные стрелки, наверное, будут смеяться на меня, но мне как-то по барабану будем так считать. Потому что у каждого разное оружие, разные патроны. Ну-ка, сейчас еще глянем. Сейчас получается... подожди. На один щелчок я еще спущу. Во. И сейчас выстрелю в яблочко. Все равно я буду прицеливаться в яблочко. Не знаю, куда, но попал. Надо бы посмотреть, потому что первая пуля интересна. Сейчас еще глянем. Пипец, разные патроны. Вообще ужас. Так дело не пойдет, ребят. Это, возможно, сейчас второй выстрел. Также выше пуля пошла. Хорошо, что близко. Если со 100 метров далековато. Но примерно неплохо. Лучше уже становится. Сейчас вот в яблочко стрелял. Ну, примерно так. Вот сюда я прицеливался. Но потом все равно немножко там чуть-чуть. Что с карабина, что с мелкашки левее у меня почему-то пули летят. Почему вот так? Левее всегда. Банка вот так стояла. Вот примерно вот так пуля. Ну, это уже, считай, неплохо. Так, продолжаем. У меня там уже, наверное, суп разварилось, там все. Это сейчас я крестиком. Вы видели, почему у меня рябчик тогда в рябчика не попал конкретно? Говорит о том, что оружие не пристрелено нормально. Вот и все дела. Ну, сейчас еще 2 раза выстрелю и шабаш, наверное. Все также не выключаю, чтобы все по-честному было. Так. Ну, в крестик также цель будут целиться. Так. Ну и последний патрон. Последний патрон выстрелю, и вы посмотрели мои пострелушки, и я тоже доволен, в принципе.
Сейчас немножко, наверное, чуть-чуть, но дернуло. Ну, глянем. Все, это последние патроны я выстрелил, ребят. И уже к завтрашней охоте, в принципе, будем считать, что готово. Так. Надо еще со 100 метров как-то... Ну, вот, смотрите. Первый и второй. Ну, все, вон. Если кому интересно, где-то диаметры вот всего этого примерно 5 копеек. Старый, ну, 3 сантиметра диаметром, вот так. Все. Я прицеливался в середину. Можно чуть-чуть даже ниже прицеливаться. Это с 50 метров. А со 100 метров уже другим прицелом надо стрелять. Все, оставляем так. Я доволен своей стрельбой пока. Сразу не понял патроны. Как и говорил, патроны чуть-чуть для меня незнакомые, но сейчас лет 5, наверное, я все время охотился патронами матч. А вот сейчас вот в этом году перешел на стандарт. Но они дешевые и, в принципе, да, пороховой заряд помощнее, поэтому пули у меня выше пошли. И думаю, это для глухаря самые нормальные патроны будут. Ну, вот такие пострелушки были, ребят. Из таких патронов. Вот, кому интересно. Я всегда беру подешевле, которые, в принципе, разницы, я не знаю. Импортные брал, высокоскоростные какие-то, но они вообще мощные, такие заряд, такие громкие, сверхгромкие они. Ну, пострелял, наверное, десяток, может, раз 15 даже выстрелил, может, 10 раз, не знаю. Тут только у меня 7 патронов, и туда, наверное, еще 7, 8, 9. Ну, десяток-то точно выстрелил. Все, ребят. У меня суп готов уже. И костер потух. Вот так вот. Пока есть время, решил попробовать порыбачить. Не знаю, что-то поймаю, нет. Так, еще груз нужен. Потому что течение тут мощное. Груз 8 миллиметровый карикеч. Прижать вот чем-то. Зубам неохота. Не. Реально зубы можно сломать. Ой, молотка тоже нету тут. А, вон есть. Кто-то оставил, между прочим, этот молоток. Пипец. Слишком, этот жесткий, картечно. Ходит, не ходит потом. Ну, пошла. Хороший картечь.
Так. Попробую на зимнюю мормышку. Что-то получится, нет? Не знаю. Так. Вряд ли, конечно, клюет рыба, но пробовать надо. Порыбачить. Сегодня, наверное, на озеро попробую. А какой-нибудь другой день. Знаете, вот когда я спускался домой, вот в прошлый раз, когда я приезжал, определенный уровень воды вот было. Я отмечал сразу же. Потом за пару дней вода упала, уровень. И сейчас дожди были. И сегодня я приехал, смотрю, а там, где я отмечал в прошлый раз, вот именно тот же уровень. Так что вода, значит, пришла. А, скажем, если не было дождей, вот это, конечно, для рыбалки это уровень хороший был бы. Ну все, примерно так. Такая мормышка. Ну и опарыш у меня. Насадка будет. Ну вот. И поплавок тут. Вот такой. Поплавок большой, блин, мощный. Ах. Перебор даже большой. Это старый поплавок. Я леску поменял, там плетенка была. Ну, на окуня там ставил. Все зацепилось, блин. Штанишки зацепил крючок. Ладно, буду как-то... Когда же ты зацепился, блин? Не, без мата не получится, ребят. Я выключу немножко сейчас. Так, банда. В лодку не садимся. Бежим рядом по берегу. На несколько поворотов по течению буду пробовать так порыбачить на поплавок. Давай, локчиче, локчиче. Давай, давай, давай. Начал рыбачить. Одна рыбина там попадалась буквально не больше 10 сантиметров. Не знаю, что за рыба. Вроде хариус там был, ну все зацеп. Недолго музыка играла. Вот так вот. Быстро мы зацепились. Так. Даже непонятно, не видно. Даже не видно, где он. О, коряга-то хорошая. Течением уносит. Как это он умудрился так зацепиться, интересно, блин. Да. Вряд ли спасем мормышечку.